Ради Фаридович, коротко расскажу. Начали мы с крыши. Мы сделали здесь ноу-хау систему, то есть только у нас здесь не будет наледи и сосулек. Мы сделали как такую автоматическую систему, как автополив будет работать. Включаешь, реагент растворяет снег, когда снегопад, и все, нет снега, нет наледи, нет сосулек. Проходим. Здравствуйте. Идем через центральный вход. Нас будет наш МИМ вести. Здравствуйте. 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 Здесь, Ради Фаридович, у нас заглянем. Штурмят молодые предприниматели. Здравствуйте, ребята. Ходите. Молодые предприниматели у нас облюбовали вот кофейню. Они всегда здесь собираются, штурмят. Здесь и молодые предприниматели, и их наставники. То есть Кофе-пойнт постоянно работает? Кофе-пойнт работает постоянно. Хорошо. И спускаемся в наш творческий подвальчик. Осторожно, только голову. Здравствуйте. Ну вот это вход оттуда, да? Да, это черный вход. Ага. Вот здесь вот надо что-то предупредить. Здесь, да, мы повесим, чтобы такие моменты. Ради Фаридович, пожалуйста, наша первая площадка, клуб «Катушки-вертушки». Здравствуйте, ребята. Ради Фаридович, здравствуйте. Илья Тавлияров меня зовут. Очень приятно. Это Здесь что здесь? мы устроили музей-мастерскую «Катушки-вертушки». Вообще музей – это от слова «муза», а муза – это вдохновение. И музыка тоже от слова «муза», это тоже вдохновение. Вот вдохновляемся музыкой хорошей и делаем, восстанавливаем технику. Вся эта техника полностью восстановлена вот мной и ребятами-студентами. А здесь вот ребята могут приходить музыку послушать, да? И Не только музыку послушать, еще старые записи оцифровать. вы цифруете их? Да, Кружок будет. в кружке восстанавливаем технику с тем, чтобы она здесь потом и стояла. Вот здесь вот то, что стоит внизу, это то, что передано в дар. Это не я покупал, это вот отдавали. Да, я помню, у нас были вот такие, ну, поменьше, побольше, да. А вот здесь вот у нас Агиделя, это наша Уфа. Я посмотрю, если у меня сохранился, я вам притащу. Вот это будет круто. Это наша Уфа, по ней я хочу сделать отдельную экспозицию. А еще в интернете я посмотрел музыку, которую вы любите. И вот нашел Рима Хасанова. Ах ты. А что сзади? С подписью Рима Хасанова, Назифы Кадыровой. Ох ты. Зимний романс. Уфимский. Ух ты, И да. давайте я поставлю. Давайте. Смотрите как. Мы послушаем, как это раньше звучало по-настоящему. Настоящая музыка. Ни с чем не спутаешь вот этот звук. И очень много, Ради Фаридович, на самом деле мы провели некий такой анализ. Очень много ребят сейчас интересуются вот именно восстановлением приоритетной техники. По крайней мере, в колледже или в университете, где я работаю, отбоя нет. Серьезно? Да, абсолютно. Ну, вас вот устраивает вот так вот здесь? Свой уголочек у вас будет, Вообще да? полностью устраивает. Я хотел, если вы не против, вот тоже из винила подарить вам кое-что. Эта пластинка, это моя группа. В 2019 году, полтора года назад издал. А что, винил возвращается, да, у нас? Да. Но это очень популярно, это очень тепло, это настоящий звук, качественный. А у нас же Башкирия нефтяная, у нас поливинилхлорид, из чего сделана эта пластинка, делают. А тираж какой вы сделали, интересно? Здесь небольшой, здесь 200 экземпляров. Спасибо. Вот было бы хорошо у нас в Башкирии не только винил делать как гранулы, а еще и винил как пластинки. Маленький заводик, а может быть он стал бы большим. Вы сделаете, мы вам поможем. Нет, серьезно? Спасибо, ребят. С новосельем получается.
Идем в следующую локацию, студия Толка. Серые места я покрою разноцветной краской, улыбки на щеках я амплисую красным, а глазам придам оттенок оранжевого счастья. Сегодня мы открываем новую... Здесь некая такая репетиционная комната, то есть ребята репетируют. Прошу вас, пожалуйста, к диджейскому пульту давайте с вами устроим диджей-сет. Прошу вас, проходите, будьте как дома, смелее, очень простые. Добрый день. Сейчас научимся немножко подиджеить, но для этого нам нужно сделать простые небольшие шаги. Да. У нас сейчас играет композиция, соответственно, нужно будет покрутить и нажать на кнопочку play. Также вот эту кнопочку подкрутить. Я вам буду подсказывать. Да. Ага. Прошу. Да. Просто вот покрутите. Нажимать. И вот нажмите на эту кнопочку. Одновременно нужно, да? Да. И вот эту кнопочку тоже надо. Еще. Смелей. Спасибо большое. Ну, вам нравится самое главное, молодежь? Нравится, да? Будете сюда приходить? Да, конечно. Ну, давайте, самое главное, чтобы вы сюда приходили. А мы там потихонечку дальше будем двигаться. Следующая наша локация – это студия звукозаписи. Самая востребованная на сегодняшний день у молодежи. Здравствуйте. Это наша студия звукозаписи. Здесь мы записываем песни. Это звукорежиссер Ильдар Бабаев. Между прочим, именно он записывал песню, которая у вас сейчас в Инстаграме. От глав Салавата, Ишимбая. Секреты выдадут. Один из авторов, вот он сидит. Круто. Вот. А вот оборудования достаточно здесь? Оборудования, Ради Фаридович, достаточно, и это студия для всех желающих работать. На Вот я о чем и говорю. То есть, если надо, я помогу с оборудованием. Если вам надо, да, давайте мы усилим, чтобы у нас... Здесь полный комплект, Ради Фаридович, вообще ничего не просим, ничего не надо. А тут, то есть, каждый желающий может прийти, ну, чтобы мне вот расширить возможности ребят, да? Ну, там, посмотрите, начните работать. Одну фразу просто. Одну фразу, да. Какой? Молодежь Башкортостана, вперед, Алга. Давай. Вот, идем. А вам туда надо прийти. Ну, давайте. Здравствуйте. А, это вот шумоизоляция, да? Так. Мы, в общем, записываем гимн для Дома молодежи. Не могли бы нам помочь? Постараюсь. Все, надевайте. Вот. Одевать? Ага. Мы хотим, чтобы вы сказали фразу «Молодежь Башкортостана, вперед, Алга». Давайте. Молодежь Башкортостана, вперед, Алга. Спасибо большое. Нормально? Спасибо. Спасибо. Вперед, Алга. Пока еще раз. Молодежь Башкортостана, вперед, Алга. Молодежь Башкортостана, вперед. Весь гимн запишем, на День молодежи презентуем. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Илья. Это мой напарник Вова Капри. Мы живем в Уфе и для Первого канала снимаем цикл программ о том, как круто путешествовать по России и странам СНГ. Да, мы уже сняли 40 выпусков по России. Из этих 40 выпусков 2 про Башкортостан. И так как мы сами отсюда, но за все это время нашей жизни здесь мы на самом деле не увидели Башкортостан таким, каким мы его увидели во время съемок, мы поняли, что здесь огромный просто туристический потенциал. Наша воля, мы вообще про каждый район республики сняли отдельный фильм, отдельный мини-фильм, в котором показали бы его туристический потенциал. Давайте, я, кстати, готов с вами взаимодействовать. Мы готовы прям садиться, Так как видит молодежь, не видят другие. Считайте, что в предложение принято. Садитесь, разговаривайте. Мы грант под это дадим. Сделайте хороший. Вы сделайте какой-нибудь район, выберите, ну, например, случайно Ишимбайский, да? Вот, и сделайте, покажите, потому что я его и понимаю, я там родился и вырос.
Вот, я его просто пойму, поймаете вы там нерв этого, и покажите мне, а потом мы дальше будем двигаться. Что мы можем сделать? Ну, во-первых, договорились, что мы через грант решим. Оперативно дайте нам. Кстати, вы можете некоторые районы показать уже сейчас начинать. Зимние тоже, нам и зиму надо. Но, может быть, зимние тогда покажете, там, и в Зелиловский район, или посмотрите. Ну, в Ишимбайском районе тоже есть, да и в любом районе зимние. Вот, покажите зиму. Ну, мы подключим наши возможности. Ну, на моей страничке там где-то несколько сот тысяч есть подписчиков, поэтому вот мы раскидаем. Вы еще за это нам спасибо скажете. Круто вообще. Мы хотим передать слово нашему режиссеру Рустему Раиловичу. Рустем Раилович. Здравствуйте. Ну, 9 лет мы уже существуем как медиашкола Телешкола, может, вы слышали про нас. Недавно был арт-култай «Дети» в июне, мы там тоже представили travel-проект, дети сами разработали. 100 вещей, которые нужно сделать в Башкирии, называется. Ирина Владимировна была, очень зацепила ее проект. Вы в курсе, мы решили создать фонд кино, еще создадим. Вы же под это попадаете. Поэтому, как только мы создадим, вот с Яной Садашамильевичем работаете, мы готовы. Фонд кино создаем для поддержки вот именно таких начинаний. Спасибо. Спасибо, ребят. Договорились тогда, да? Да, мы сейчас что делаем? Когда первый ролик? Вы сейчас с Яной договариваетесь сразу, с Садашамильевичем. И когда первый ролик покажете? Ну, в феврале готов показать. Февраль, покажите что-нибудь. Мы подготовимся, да, и покажем. Я прям вполне серьезно. Нам вот этого не хватает, потому что вы пронзаете определенную среду, у вас свой зритель есть, своя среда есть и так далее. Нам это очень нужно, очень нужно. Поэтому договорились, считайте. Ради Фаритович, как вам вообще Яшлык хаус? Вот мне очень нравится, я вот хотел, чтобы у нас в Уфе был вот такой, но их надо больше, такое помещение. Ради Фаритович, мы это не холл, можем, да, вас отпустить без подарка, молодежь. Наше молодежное пространство сделано в таком креативном, сказочном стиле, как вот в сказке «Алиса в стране чудес», символом которого является кролик. Хотели бы вам его подарить, для того, чтобы он помогал решать ваши трудности, которые попадаются, ну и для того, чтобы он был вашим проводником. А может быть, эту картину, ну, она моя, но повесим ее здесь, и всяк сюда входящий будет понимать, что это мы здесь были. Что вы за всеми наблюдаете? Да, смотрим. Так. Ну, обживайте потихонечку. Вот, мы ремонт закончили полностью, да? Все завершили. Ну, там какие-то вот дела. Туалеты здесь есть, вот здесь вот, да? Да. Я посмотрю, что тут. Ради Фаритович, это один из санузлов. То есть здесь тоже все как бы тематически оформлено. И там тоже есть. Тогда, ну, найдите место, где повесьте. Это вот моя картина. Но она моя. Да, конечно, да. Удачи вам во всем. Спасибо. До свидания. Рафич, а теперь, получается, в Нефтекамске есть Салават, в Стерлитамак поедем такие открывать? Салават, Стерлитамак, Ишимбай, Баймак, да, все баи надо. Все баи посмотрим, вот где мы там центр предпринимательства делаем, там, наверное, сделаем. Спасибо.